Если ребенок сидит целыми днями в интернете, это еще не значит, что он огражден от опасности, которые могут подстерегать его за пределами дома. Часто родители поощряют домоседство детей, оправдывая это тем, что он находится на глазах у родителей и ему не угрожает ничего плохого. Многие и не догадываются, что в просторах интернета ребенка поджидают многочисленные риски. Одним из примеров актуальности этой проблемы являются, например, побеги из дома. После проверки оказывалось, что юные беглецы состояли в одних и тех же интернет-сообществах. Подобных примеров можно привести много. Решить проблемы повышения цифровой компетентности и профилактики онлайн-рисков среди детей и подростков взялись специалисты Фонда развития интернет совместно с учеными МГУ, сотрудниками компании МТС и преподавателями нашего университета. 6 ноября в БГПУ состоялась Всероссийская конференция «Цифровое детство», которая собрала более 100 учителей и родителей со всей республики. Многим интересно было узнать, чем занимается молодое поколение в интернете и что делать, чтобы их пребывание в виртуальной среде носило здоровый характер. Перед началом конференции организаторы опросили участников на предмет всемирной паутины в их жизни. Проректор по информационным технологиям Илья Кудинов привел пример положительного и отрицательного влияния интернета на судьбы подростков. Интернет-зависимость не всегда создает отрицательный эффект. В интернете можно активно заниматься самообразованием или социальной помощью людям. Учителя и родители смогли узнать о том, что такое интернет-серфинг, познакомиться с явлением хомо-телекома. Педагогам также был представлен интерактивный урок для детей «Интерняшка» и «Митясик» с подобными методическими рекомендациями. По мнению разработчиков, такой урок может служить отправной точкой для учителя-новатора. Отметим, что цифровое детство пройдет и в ряде других российских городов – в Москве, Барнауле, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Возможно, те ребята, которые сегодня проводят свое время в виртуальном пространстве, через пару лет забудут о своем пристрастии. Но задача учителей и родителей – не позволить ребенку сожалеть о прошедшем времени и защитить его от всевозможных рисков.